Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего вам ждать, чего не миновать? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте посмотрим, чего ждать и чего вам не миновать по судьбе. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Чего вам ждать? Ждите прилива сил, ждите энергии мощной, сильной, такой, знаете, всепроявляющейся. Я вижу, что вы окрепнете, я вижу, что вы поменяетесь, я вижу, что у вас не только вот физическое состояние поменяется, но и мысли поменяются. Вы станете более позитивным, вы станете более оптимистичным человеком, вы станете более выносливым человеком. Знаете, вот прям как какая-то хандра, хворь, какие-то беды, неприятности вот просто слазят с вас. С болью, конечно, но слазят. И вы как будто бы выздоравливаете, вот как свежий ветерок, новая энергетика приходит. Очень классное состояние. Кстати, не первый раз я это вижу за последнее время. Значит, это событие вот-вот у вас наступит. Не вижу причин, почему это с вами происходит, но то, что вы как перерождаетесь, перезагружаетесь, знаете, как из личинки появляется прекрасная бабочка, да, из кокона вылазит прекрасная бабочка. Это я вижу. Знаете, как новый этап, новые возможности, новое мироощущение у вас идет. Ну, очень крутой период, и вы здоровски поменяетесь. Вас, кстати, люди знакомые узнавать перестанут. Да вы и сами себя не будете узнавать, глядя в зеркало. Совершенно другой человек, молодой, красивый, в полном расцвете сил, как говорится. Очень хороший знак. Смотрите, помимо вашего становления, да, назовем это так, становление на ноги, так четко будете стоять на земле, чувствовать опору. И вот голова у вас, вот я вижу у вас прям голова так вверх задрана, подбородок вверх задран, да, вот прям не под ноги смотрите на вот эти все проблемы бытия, а вот смотрите туда, где повыше, где хорошо, где там постатусней, поприличней, как говорится. Ну, молодец, молодец. Ну, туда и смотрите. Так, здесь у вас ключ в руке. Ключ, который, какой-то волшебный ключ. Ключ, который открывает, либо подходит к большому количеству замков. То есть, представляете, одним ключом вы можете открыть разные замки. Разные, в разных местах. Такой, как универсальный ключ. Этот ключ вам передаст какая-то женщина. Женщина старшая вас по возрасту. У одних отыграется, что это метафора. Да, ключ — это как знание. Знание, которое позволяет вам открыть любую дверь, добиться любого желаемого результата. А у других отыграется это как, ну, допустим, эта женщина вас познакомит с нужными людьми, либо ведет вас в какой-то узкий круг избранных лиц. Понимаете? И вот он ключ. Вы в кругу избранных лиц, там, сильных мира сего. Вот, и себя прекрасно будете чувствовать, будете брать от жизни лучшее. А почему эта женщина так сделает, я не могу сказать. Она вышла с правой стороны, и она вышла очень благородно настроенная к вам. Да, кого-то женщина пожалеет, кому-то от чистого сердца поможет, кому-то, может, там, симпатизирует очень сильно. То есть по-разному может получиться. Может быть, даже стечение обстоятельств. Именно на вас пойдет выбор. Так тоже может произойти. Но я вижу, что вы тьфу-тьфу-тьфу, знаете, как говорят, в шоколаде. Да? В шоколаде. Жизнь такая сладкая, приятная, интересная. Вот это то, что вас ждет. Это то, чего вам не миновать. Вот как бы вы ни хотели, не закрывались, но это ваше будущее. Вы зашли на эту отсыпку, вы должны об этом знать. Вот вы как избранный человек, избранный начать новую жизнь, новую крутую жизнь, вот, крутую. Так, с левой стороны
но это ваш мужчина. Ваш мужчина, с кем у вас не очень хорошие отношения. Либо вообще расстроились отношения, либо вы все строили отношения, да так и не смогли ни настроить, ни достроить. То есть, ну вот никак не получается. Вы уже ему и так, и сяк, там, и на уступки, и прикричала, накричала, и вот прям потребовала, может быть, даже пригрозила, а он вообще никак не реагирует. Либо реагирует отрицательно. Да. Ну, вы, девочки, все разные, у каждой свои отношения, но суть одна. Да? Заморочились, ничего не добились, по сути, только лишь, как это, чемодан без ручки себе получили. Да еще очень тяжелый, который особо даже не потолкаешь впереди себя. Значит, девчонки, кто в такой ситуации оказался, с мужчиной вы все-таки вопреки сложившейся ситуации вы договоритесь. И кто уже, знаете, как думает, где ближайший ЗАГС либо суд, да, как мне с этим человеком расстаться, развестись, вас ждут просто невероятные события. У мужчины появятся деньги, и у мужчины появится очень много этих денег, и он вопреки тому, что между вами происходит, он принесет эти деньги вам. Вам принесет и скажет: это тебе. Да? Вот, ты их заработала, ты их заслужила, ты со мной столько лет мучилась, теперь на, пожалуйста, это тебе компенсация. А вот как решишь, так и будет. Скажешь, чтобы я уходил, я уйду. Скажешь, чтобы я остался, я останусь. Он вас очень удивит именно тем, что принесет вам какие-то деньги, средства, ну, понимаете, да, материальные блага. И вот тут вы, девочки, задумаетесь, может, не такой пропащий, да, может быть, дать ему шанс. Здесь будут условия с вашей стороны. Условия, причем очень жесткие, очень конкретные, которые этот мужчина примет. Не могу сказать, что с ним там не так, либо так. Ну, это общее, к сожалению, на общее не видно. Но то, что для него самая страшная ситуация в жизни остаться без вас, это 100%. Либо он наконец-таки это осознает, примет, поймет, либо он всегда это понимал, но по какой-то причине не мог это высказать, возможно, вам, да, что-то мешало. Смотрите, приносит он деньги, вы с ним заключаете договор на ваших условиях и начинаете новый этап вашей совместной жизни. Вы не расстаетесь. Вы как проживали, так и будете проживать там, на той же территории, либо на другой территории, да, но вместе, да, вы вместе остаетесь. И вы знаете, отношения, слава богу, пойдут к улучшению, к улучшению. Это не будет в один момент, да, по волшебству там он не поменяется в один момент, но, девочки, уже будут хорошие изменения, и причем он уже и слушаться будет, и прислушиваться будет, и реагировать на вас будет, уже все будет по-другому. Так что вы не расстаетесь, а вы продолжаете жить вместе. Плюс еще и капитальчик он вам принесет. Вот, именно вам отдаст. И так и скажет: вот, это твои деньги, так что делай с ними все, что хочешь. Так, дальше идем. Здесь у вас крест покосился. Крест. Тяжелый крест. Тяжелая судьба. Может быть, какие-то беды. Может быть, даже какой-то негатив был на вас. Такой, знаете, серьезный, мощный, который разрушал вашу жизнь. Он покосился. Смотрите, либо вы узнаете о том, что вызвало беды в вашей жизни, либо кто навел на вас негатив, либо время пришло, эти беды заканчиваются, негатив уходит. В любом случае, это уже так не работает, либо это не приносит вам столько бед. Вас как освобождают, либо дают возможность освободиться от бед и негатива. Какую-то часть своей жизни вы прожили просто в сплошной темноте, в мраке, в бедах, в неприятностях, и это все уже заканчивается. Знаете, как говорят, добро вечно, зло конечно. Вот ваше зло, оно конечно, и конец уже близко. То есть либо вы поймете, что вам нужно делать, как избавиться от этого негатива, либо оно само собой вот как сходит с вас. Да? Не зря нам тут показали перерождение. Так, в следующем моменте у вас тут цветы цветут. Цветы, кому-то это романтика, влюбленность, всякие такие, знаете, штучки-дрючки любовного характера. А кому-то идут действительно подарки. Подарки либо от конкретных людей, либо подарки от судьбы. Цветы цветут, их много, это не один цветок. Поэтому, мои хорошие, готовьтесь, вам не миновать получение подарков романтики и нежности.
Понятно, что вы все разные, у каждой по-своему отыграется, либо у каждого, если смотрят меня мужчины, но тем не менее, этого не миновать. Уж слишком вы долго были без подарка, слишком долго вас никто не радовал и не дарил вам вот эту полноценную романтическую любовную мишуру. Теперь она у вас будет. Будет, причем в избытке, да. Прям побалует вас и любовью, и подарками. Это неминуемо, мои хорошие. Заслужили, заработали. Так, куриная ножка у вас вышла. Куриная ножка. Причем это не лапка, а именно ножка. Какой-то пир горой. Либо это у вас будет, а вы будете устраивать этот пир, либо вы будете приглашены. Просто праздник, о котором будут говорить и говорить там не день, не два, а может быть даже там несколько лет будут все вспоминать, какой это был праздник, либо как шикарно угощали, как шикарно кормили. То есть прекрасное мероприятие, которое произведет фурор. Вот по этой ножке 100%. Если у вас мероприятие, вы переживаете, переживать вам не за что. Абсолютно. Если какое-то мероприятие грядет, а вас еще не пригласили, поверьте, вы там будете, и вас пригласят. 100%. Так, чего не миновать? Ну, тут семья большая. Большая семья. То ли это ваша большая семья, да, когда вот все родственники рядом, либо очень многодетная семья, либо родственников у вас очень много, либо это какое-то общество людей, которые себя позиционируют как семья. Да, возможно, вас примут в это общество, вы войдете, вольетесь в эту группу и станете членом одной большой семьи. Для вас это очень важно и для вас это очень полезно. То есть надо присоединяться к людям, да, которые типа семейность такую распространяют, либо поддерживать связи с членами своей семьи. Я вижу вас в кругу огромного количества людей, и вот все так за руки взялись, и это одна большая семья. То есть этого не миновать. Быть членом одной большой семьи. Причем очень дружной, дружелюбной, любвеобильной и счастливой. Так, еще чего не миновать? Не миновать какой-то деятельности. Смотрите, есть такое выражение «журавль в небе, синица в руках». У вас этот журавль уже в руках. Причем он стоит с вами и обнимается. Смотрите, вот стоите вы, вот он, этот журавль, на вас смотрит, вы на него, значит, смотрите, и вы обнимаетесь. Вы все разные. У кого-то отыграется, что мужчина, либо женщина, о ком вы мечтали, но с кем невозможно было быть вместе. Вот, пожалуйста, вы вместе со своей мечтой, со своей любовью обнимаетесь. А у кого-то отыграется это какая-то работа, вид деятельности. Ну, допустим, вы всю жизнь держали синицу в руках, на кого-то работали, да, там, скромным клерком, либо на предприятии, там, на заводе могли работать. И даже мечтать себе запрещали, чтобы где-нибудь там бизнес свой освоить, да, каким-то делом заниматься. А это будет. Вы держите, обнимаете своего журавля. Это уже как факт, это уже случилось. Да? Журавль, он не в небе, он в ваших объятиях, понимаете? И никакой синицы и в помине нет. Очень хороший знак. Знак по этому журавлю, да, что самая смелая ваша мечта, либо даже мысль, о которой вы так побаивались думать, она исполнится, и вы обнимаетесь с этим журавлем. И, кстати, по журавлю, вот, девчонки, у кого-то прям 100% отыграется беременность. Беременность, которая оказалась невозможной. Невозможной по ряду там, причин, там, начиная от физиологии, заканчивая возрастом. Да? Но она будет. Этот журавль, он в ваших объятиях. Просто прекрасно, просто шедеврально, на мой взгляд. Так, и с левой стороны. С левой стороны у вас, опять же, выходит денежная лягушка. У денежных лягушек всегда попка задрана вверх. Вот у вас такая лягушка и сидит. Причем она смотрит в правую сторону. В правую. А еще, знаете, как интересно, в венце у вас весы. Да? Весы, Либра стоит. И она у вас вот стабильно, да, стабильно ровно показывает. На что показывает? На лягушку денежную и на вас с этим журавлем. То есть здесь не нужно будет выбирать так, либо деньги, либо любовь, да? Либо счастье, либо мечта. Так не нужно будет выбирать. Вам и то будет дано. Дано, понимаете, в равных пропорциях. Потому что вы этого достойны, потому что вы этого заслужили. Вы всю свою сознательную жизнь себе это зарабатывали и к этому шли. А теперь вы будете это получать.
И когда вы почувствуете себя абсолютно счастливым человеком, а это точно будет, не бойтесь, что это все уйдет. Не бойтесь. То есть это по справедливости от высших сил вам дается в вечное пользование. Вот сколько будет длиться ваша жизнь, столько вы будете этим и пользоваться. Вот. Но денежная лягушка, она говорит о благополучии, о материальном благополучии. Наконец-таки вы выйдете в такое жизненное плато, когда вас будет повсюду сопровождать денежное благополучие. То есть такой уровень жизни, уровень достатка, возможность заработать, возможность реализоваться, возможность себе что-то позволить. Причем либо вам кто-то обеспечит эту лягушку, либо вы ее сами себе заведете. И так может отыграться. От вас требуется только одно. Да, есть условия, не пугайтесь. Условие здесь очень простое. Продолжайте мечтать, продолжайте просить, да, мысленно обращаться к высшим силам. И не отступайте и не отказывайтесь от своих желаний. Потому что иногда так бывает, человек о чем-то мечтает, потом сам же и говорит: ой, нет, у меня этого не будет. Это мне не дадут, да, я не смогу. Вот этого ни в коем случае не делайте. Будьте абсолютно позитивным человеком. На этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.